Около сотни километров дорог по школьным маршрутам приведут в порядок в Сыктывдинском районе. Об этом рассказал глава Коми Владимир Уйба во время рабочего визита жителям муниципалитета. Подъезд к деревне Парчук также войдет в программу обновления. Всего в республике в ближайшие 2 года на ремонт дорог, по которым добираются учащиеся, потратят более 7 миллиардов рублей. Почти треть от этой суммы направят в Сыктывдинский район. Какие еще проблемы поднимали жители Слутки и Зеленца во время общения с главой Коми, расскажет Наталья Юрина. С песнями под аккомпанемент народных инструментов. Так встречают гостей учащиеся Зеленецкой школы. Сегодня здесь обучаются более 500 ребятишек. После творческого приветствия экскурсия по школьным музеям. Здесь их 3. Этнографический, залы спортивной, боевой и трудовой славой. Кадеты – еще одна гордость учреждения. Учебный день начинается утренним разводом. В числе дополнительных занятий воспитанников – стрелковая и строевая подготовка, основы пожарного дела, военная история и вальс. Кадетство действительно это очень важная и эффективная форма патриотического воспитания детей, которая действительно помогает становиться более организованными, дисциплинированными и, самое главное, подготовленными. По сути, это такая профориентация для дальнейшего поступления в военные высшие учебные заведения. Ну и если просто после кадетского классов парень пошел в армию, то, конечно, у него значительно лучшая подготовка, чем у ребят просто из общеобразовательных школ. Встреча с населением следующая. В графике рабочего визита главы Коми жители Зеленца совместно с Владимиром Уйбо обсуждают ряд вопросов. Среди первых – расселение жителей поселка Новоипатово. Населенный пункт признан неперспективным и подлежащим закрытию. В переезде нуждаются жильцы 37 домов. В 2024 году у нас стоит 152 миллиона для того, чтобы начать переселение. Попытаемся за счет денег вот этого, Российской Федерации, по сути, как-то влево сдвинуть это. Малейшие возможности будем тут же докладывать, что мы готовы, вы просили лишнюю 100 миллионов, значит, давай сюда в дело переселять. Владимир Уйбо поручает руководству Сыктывдинского района провести подготовительную работу, перевести квартиры в муниципальную собственность, поставить их и земельные участки на кадастровый учет. Затрагивают на встрече и вопрос дефицита кадров в медучреждениях. Открытых вакансий в Коми 650 врачей и 580 работников среднего медперсонала. Правительство республики рассматривает возможность организации работы врачей общей практики в сельских территориях, по примеру Белгородской области. Систему оплаты для таких специалистов разработают отдельно. Врач общей практики учится дополнительно к своему диплому год и получает специализацию педиатра, хирурга, гинеколога, акушер-гинеколога, кардиолога и отоларинголога, лора по-русски. Вот врач общей практики имеет специализации по 5 специальностям, и уже вы не побежите отдельно от него к хирургу, к акушер-гинекологу, кардиологу или с ребенком к педиатру. От связи до развития инфраструктуры широкий перечень вопросов в главе Коми Владимиру Уйбо и от жителей Слутки. Один из основных и глобальных – ремонт и состояние дорог. Как отмечает Владимир Уйбо, в республике за пару ближайших лет обновят дороги, по которым курсируют школьные автобусы. На эти цели выделят 7,5 миллиардов рублей. 5 направят в следующем году, оставшиеся в 2023. Деньги возьмут из дорожного фонда. В 2022 году те главы муниципалитетов, которые будут активные, они из этих 5 миллиардов на школьные маршруты деньги возьмут, должны взять. Остаток 2,5 миллиарда будем заканчивать 2023 годом. Но к концу 2023 года мы все школьные маршруты приведем в нормативное состояние. При этом мы же с вами понимаем прекрасно, что школьный маршрут, он же не по воздуху идет, и не рядом, не параллельная дорога. Соответственно, делая школьный маршрут, мы еще и дорогу общего пользования устанавливаем. Из 7,5 миллиардов рублей почти треть направят в Сыктывдинский район. Общая протяженность школьных маршрутов, которая нуждается в обновлении, более 100 километров. Наталья Юрина, телеканал Юрган.